أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала Аллаху, всемогущему, всезнающему. Воистину мы, покорные рабы, поклоняемся Аллаху и у Него просим помощь спасения нашей души. Дорогие мои братья и сестры, сегодня я поднимаю вопрос, который незаконно в тюрьмах в Азербайджане, который задерживает наших лезгин, а также над ними очень сильно издеваются азербайджанские спецслужбы. Я прошу в этих делах немножко быть серьезным всем лезгинам, чтобы вы знали, как над вашими родными, близкими издевается правительство Азербайджана. Если мы сегодня не будем поднимать вот эти вопросы о защите своих молодежь в тюрьмах в Азербайджане, много там сидят политзаключенные лезгины, которые незаконно арестованы в Азербайджане и посадили всех в тюрьму, габустанские и других тюрьмах. Мы обязаны сегодня как-то протянуть руку всем нашим близким, родным лезгинам. Дорогие мои братья, я там находился в этих тюрьмах 12 лет. Я знаю, что такое тюрьма в Азербайджане. Это самый гнилой, самые отвратительные существа находятся в системах в азербайджанской сотрудники ихние, как называют, уйти, как-то называется у них, в России в сын у них уйти, короче. Там просто-напросто грабит, просто всегда матерей, братьев, всех подряд, короче. Сильно тюрьмы Азербайджана, взяточная система полностью. И наркота распространяет, и все грязь там находится в тюрьмах Азербайджана. Поэтому я знаю, как трудно нашим лезгинам находиться в этих тюрьмах, и еще как там издеваются они. Вот это все вопросы мы должны поднять сегодня. Интеллигенция лезгинского народа обязана писать Совет Европейских стран, полностью Россию, обращаться к президенту России, что в тюрьмах Азербайджана сильно издевается над всеми политзаключенными лезгинской национальности. А также я вижу, недавно я увидел, как они Рубена в снегах избили, вот глава Арцаха, как его избивали, издевались над ним тоже. Не только там лезгины, многие политические талыши, лезгины, аварцы, много ребят есть, которые сидят в этих тюрьмах. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, вам, вашим близким, я обращаюсь ко всем, чтобы вы ко мне обращались насчет ваших родных, близких. Сделайте заявление на имя меня, на мое имя, короче, чтобы я мог эти все документации, все поднять перед правительством России, перед Советом Европы, перед всеми странами, что Азербайджан это самая беспредельная республика, самая отвратительная, самая последняя конченная республика на этом земле. Ну, его как республика считать тоже грех. Ну, там клановые системы, вот эти клановые системы столько лет в крови держали в Дагестан, все время финансами стравливал молодежь против России, отвлекал нашу молодежь в Россию и Чечню, делал свои грязные дела внутри своей республики. Поэтому Азербайджан не подлежит к жизни. Азербайджан должен с лица земли стереть полностью. Азербайджан, ну, надо туда привести свободу полностью. Дай Аллах, чтобы Иран тоже с той стороны уничтожил их, короче. И мы с этой стороны уничтожим рано-поздно.
потому что Иран оттуда пойдут, они хотели использовать сирийских боевиков против Ирана. Турки, азербайджанцы стравливать хотели, но слава Аллаху, что наши братья верующие многие поняли, что их хотят использовать против Ирана, они не пошли. Поэтому Азербайджан, их разведки, их спецслужбы, которые находились среди боевиков в Сирии, в Турции, они сильно ведут вот эту агитацию против Ирана, короче. Как-то настроить и Турцию, и Сирию против Иранской республики. Но, инша Аллах, все грехи, что они совершают против мирных народов, обратно обрушится на их голову рано поздно. Дай Аллах, чтобы это счастье попали в наши руки. Аминь. Вот так же, дорогие мои братья, многие азербайджанские сторонники властей, выступая, защищая своего Альхама, который никогда не говорит во имя Аллаха милосердного, никогда никакой разговор, он не в выступлении, в своих выступлениях, в своих речах, никогда он бисмиллах не говорил и не говорит, потому что у него язык шайтан держит. Этого человека они больше уважают за то, что он не покорен Аллаху, не благодарен Аллаху. А тот, который говорит во имя Аллаха, всегда выступает, а против него они могут всякие грязь свою на мой адрес бросать, лепить. Настолько вы всякие чушь пишете в комментариях против меня. Хотя бы вас стыдно должен быть. Стыдно должен. Вы о исламе еще хотите говорить в Азербайджане. Я же вам много раз доказал, что ваша конституция Азербайджанской республики это тагутский закон, это кафирский закон, это выдумки дьяволов, выдумки этих меджлисей, которые находятся, вот эти животные там в Азербайджане. Понимаешь, вот их выдумки, сказки, сплетни, которые подписывает ваш президент, так, который в ваших глазах президент, в наших глазах он никто. Проходимец, короче, пришел на нашу землю, в нашем огороде, хочет создать свою грязную республику. Поэтому мы понимаем у себя все, что мы говорим, короче. Инша Аллах, время придет к этому тоже. Мы встретимся более на ровном месте поздно. Поэтому, инша Аллах, мои братья лезгины, думайте о ваших родных, близких, чтобы Азербайджан вам не говорил, не хвалил о ваших детях, там, которые держат тюрьму, не верьте им. Потому что еще те годы они многих убивали лезгин. Я свидетель в этих делах. Поэтому, если, почему я говорю, если Азербайджан правительство скажет, что небе солнце есть, не верьте. Не верьте им никогда. Потому что они на гадость всегда способен делать гадские движения. Вот всегда они это движение делал и делают против лезгинского народа уже веками. Там некоторые аварцы, которые закатал Белакан, выступают, и цахуры, бессовестные, хотя бы вам стыдно должен быть. Вы или под вашим именем, может, азербайджанцы, которые поддерживают спецслужбы, тоже могут выступать. Но я вижу, явно вы всякие чушь пишете, как будто там Азербайджан это наше все, родина. Какой он родина? Блин, в 1936 году появился эта Снегурочка, этот торт, созданный Сталином, чтобы все народы его сожрали, разграбили, уничтожили, короче. А вы говорите торт. Мы как раз поддерживаем эту республику. Это не республика, это мафиозная система клановой.
Берите, сколько раз в Дагестане, 700 чем-то раз теракты были в Дагестане. Столько терактов, даже война шел 11 лет в Чечне, у них столько терактов не было, сколько терактов в Дагестане. Кто это сделал? Все азербайджанские спецслужбы, Министерство национальной безопасности Азербайджана, Сейл, это все в Дагестане. Кто создавал в